Во время третьей и четвертой волн коронавируса все чаще говорят о том, что вирус мутирует. И дети, которые еще год назад болели по большей части бессимптомно, сейчас переносят инфекцию в более тяжелой форме и с осложнениями, которые могут привести к летальному исходу. В Республике Коми на данный момент госпитализировано 76 детей. Глава региона Владимир Уйба призывает граждан вакцинироваться. Только так можно защитить детей, которым пока делать прививку от коронавируса нельзя. Мы, к сожалению, начали заражать детей. А дальше идет обратная реакция. То есть родители пришли с работы, заразили детей, а дети пошли к бабушке с дедушкой, заразили бабушек и дедушек. Да, они у нас под особым контролем, под особым ударом по инфекции. Поэтому по цифрам у нас на самом деле очень цифры нехорошие, они нарастают. И если мы, вот смотрите, в первом квартале этого года лечение, я говорю только о стационарном лечении, амбулаторное не говорю. То есть в стационаре у нас прошли лечение за первый квартал 49 детей, второй квартал 72 ребенка, третий квартал 241. Представляете? То есть рост в разы идет. И сейчас, вот по данным на 10 ноября, на госпитализации 76 детей. Ну, я считаю, что здесь, конечно, вот дельта, штамм, который сегодня в основном циркулирует в республике и в стране, он очень контагиозен. Его сравнивают по контагиозности с ветряной оспой. А ветряная оспа – это практически стопроцентное заражение детей, ну, те, кто не переболел в свое время. Поэтому, конечно, нужно беречь детей. Не случайно я постоянно в своих обращениях, видеообращениях об этом говорю. Берегите своих детей. А сберечь своих детей вы можете только вакцинировавшись, только не давая возможности вирусу распространяться и чтобы вы не были распространителем этого вируса. Ну, понятно, что мы идем буквально на грани фола. Я почему так говорю, потому что, по сути, мы серьезно обсуждали вопрос все-таки школам начинать работать или уходить школам снова на карантин. Договорились о том, что продолжаем учебу детей, потому что все-таки очное обучение никогда с дистантом не сравнить. Но здесь от нас с вами, от взрослых, зависит, будут ли наши дети дальше вот учиться, как обычно, в очном режиме, или нам придется уходить на дистант. Поэтому еще раз призываю всех взрослых подумать именно о детях. Потому что когда вы рассуждаете, вот хочу прививаться, не хочу прививаться, там, у меня вот какие-то противопоказания, нужно всегда думать о том, что вы, заразившись, заразите детей. И еще раз повторяю, если первая, вторая волна это была не критично, то сегодня это более чем критично.